Татары на Волге. Продолжение. Часть первая. Абул-Гази. Итак, первая книга «Родословная татар Абул-Гази», 1603-64 годы жизни. Только нужно пользоваться изданием 1770 года. В Европе она появилась гораздо раньше, эта книга. После этого в России рукопись о татарах несколько раз переиздавалась, но с множеством поправок и искажений. Взять даже само название. Его заменили на родословное тюрок вместо родословное татар. В оригинале история родословная о татарах. Например, издание 1824 года, то есть 54 года спустя после первого издания, которое было подготовлено адъюнкт-профессором Казанского императорского университета Ибрагимом Хальфиным, но под руководством Христиана Френа, куда ж без немцев, называлось уже по-другому. Не родословное о татарах, а родословное древо тюрков. Хотя хивинский хан Чингизид Абул-Гази называл себя и своих предков, включая Чингисхана, не иначе, как татары. Это слово он использовал очень часто. Уже из оглавления рукописи видно, о ком хочет рассказать ее автор. Рукопись весьма объемная, состоит из 9 внушительных частей, в каждой по несколько глав. Начало своего поистине бесценного для нас труда автор озаглавил так. Часть первая, содержащая историю о породах татарских от Адама до Магула, или лучше сказать, до Мунгл-хана. Далее, часть вторая, содержит историю о породах татарских от Мугл-хана до Чингисхана, который не прямую линию произошел от владельцев-наследников Мунгл-хановых. Здесь очень важно разобраться в двух ключевых терминах – мунгл и татар. Именно из-за непонимания этих терминов и возник уже набивший оскомину спор вокруг пресловутого словосочетания татаро-монголы, который иногда еще и намеренно запутывается. Большинство современных татар до сих пор пользуются объяснениями чужих знатоков татарской истории, преимущественно российских и европейских. Каких только фантастических версий они не наплодили. Часто версии эти оскорбительны. Однако справедливости ради следует заметить, что в последнее время появились толкования их комплементарного характера. Скажем такое. Слово «монгол», «магул» якобы греческого происхождения и никакого отношения к современным халко-монголам, населяющим пустыню Гоби и ее окрестности, не имеет. Происходит это слово от прилагательного «магна», что означает «великий». И тогда получается, что монголы-татары – это никто иные, как великие татары. И жили они не где-нибудь, а в стране Великая Татария или Магна Тартарии. Все средневековые европейские карты указывают именно на это название, которое подается еще как Гранде Тартарии, что в принципе означает то же самое – Великая Татария. Ее столица находилась в Тоболе, в Тобольске, утверждает британская энциклопедия 1771 года. Дополнительная буква «Р» в слове «татария», «тартарий», «тартария» несущественна. Так, в соответствии с правилами английского языка пишется слово «татария». По-русски звучит «татария», по-английски пишется «тартари», но читается тоже «татария». Это особенности английской грамматики, и больше ничего.
А из этого раздули бог весть что. Дескать, не Татария была, а Тартария. Совсем другое государство, другая страна. Вернемся к нашим рассуждениям. Вроде бы это весьма лестное объяснение. Великая Татария, Магна Татария. Оно как-то ласкает татарское ухо. Ко всему прочему, президент России Путин даже средневековую карту Великой Татарии подарил на юбилей первому президенту Татарстана Шаймиеву. Ну вот заковыка. Ведущий этнос этой державы под названием Великая Тартария, именно так преподносится это по-русски на английский манер, вовсе и не татары, а какие-то загадочные арии, славяне, русы, да там кто угодно, и евреи, и монголы, и буряты, и казахи, все уже сюда примазываются. Ну, правильно они примазываются, правильно. Они все были жители Великой Татарии, и все они являются ее наследниками. Но есть ведь тонкости разные. Татарские исследователи, не удовлетворенные таким подходом, углубляются в изучение Золотой Орды. Кстати, и это название «Золотая Орда», укорененное в официальной историографии, придумали российские историки, пытаясь доказать давно, казалось бы, доказанные вещи. Ведущим этносом в Илуси-Джучи были золотоордынские татары. А этимологию слова монголо-татары они выводят из смысла уже не европейских языков Магна Татария, а тюркских. И получается уже не Магна Тартар, а Менге-татар. То есть вечный татар. Менге-татар, Менге вечный. Вечные татары. И вечная Татария. Любопытная гипотеза. Но зачем пользоваться сомнительными гипотезами, когда есть прямое указание на смысл и значение слов монгол и татар? Причем в самих тюрко-татарских источниках. А именно в родословной татар, написанной потомкам Чингисхана в 17 веке на тюркско-татарском языке. Примерно в 1660-е годы был завершен сей уникальный труд. Только нужно пользоваться, как уже было сказано выше, чудом сохранившимся изданием 1770 года. В инете можно найти легко. Более поздние издания подвержены значительным искажениям. Тот, кто осилит этот капитальный многотомный труд, будет разбираться в хитросплетениях запутанной татарской истории лучше любого профессора. Обратимся вновь к родословной татар Абулгазии. Не только он, но и все остальные тюркские авторы ведут свои рода от коранического и библейского Яфеса. Его называют Яфетом, Яфисом. Но хивинский хан Абулгази рассматривает их более подробно и упоминает о двух знатных родах, происходящих от Татар-хана и Мунг-хана, кровных братьев, между прочим. Между ними и их потомками велись беспрерывные войны. Время тогда было такое. Вечно друг с другом воевали, а пуще всего с родными братьями. Война эта велась с переменным успехом. То татары брали верх, то мунгалы. Именно так называют их Абулгази. Мунгалы, мунги, мунг. Не монголы, а племя, род, произошедший от хана Мунга, Мунгла. Мунг переводится как «печальный хан». Этот хан, по свидетельству Абулгази, действительно часто пребывал в невеселом расположении духа. Отсюда его назвали Мунгом. Монголы, могулы и прочее вообще отношения сюда никакой не имеют. Мунг. Мунг-хан, печальный хан. Все, точка на этом. Все остальное это выдумки. Кстати, в татарском языке слово «мун»
до сих пор используется для обозначения мелодичной печальной музыки. Пойдем дальше. Когда потомки Татар-хана и Мунг-хана объединялись в Татаро-Мунгал, такое тоже было часто. Это была грозная непобедимая сила. Но история сохранила в основном лишь упоминания об их вражде. К примеру, широко тиражируется байка о том, как Чингисхан, он был из рода Мунга, да, поголовно якобы истребил почти всех татар. На самом деле, многие полководцы в войске Чингисхана были из числа татар, и его жены даже были татарками. Более того, Абул-Гази в конечном счете и самого Чингисхана относят к татарам, как к более широкому понятию, чем мунгалы. Чтобы эти заявления не выглядели голословными, приведем конспективные выдержки из первоисточника, а именно из родословной татар Абул-Гази. Но это уже в следующем видеофрагменте.